Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Зашел этот человек в гражданской форме и стал меня избивать. Избиение журналистов душанбинской милиции. Он пытался защитить торговцев на рынке от поборов переодетых милиционеров. Власти знают имена избивавших, но отказываются их называть. Меня отвели на опознание, но тот человек, которого должны были мне показать, его просто не привели на опознание. Я его не видел среди них. Назначайте время и место, я готов приехать и сделать это сам лично. Андрей Аршавин на пари побрил налысо известного казахстанского блогера. Он поспорил с футболистом, что тот, играя за алматинский Кайрат, не сможет забить 8 голов за сезон. Аршавин забил 10. Теперь, я надеюсь, он просто будет больше веры в меня, и в Кайрат у него будет. Невероятный случай в новейшей истории России. Прокуратура Екатеринбурга вступилась за бригаду строителей-гастарбайтеров, которых заказчики обманули на 7 миллионов рублей. Пока идет следствие, рабочим и их семьям приходится голодать. Помидоры с вареньем, яички вот. Батон, хлеб, когда выбиваемся серьезно. 10 секунд до конца встречи. А вот сейчас удар. Десятилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова отправил в нокаут своего ровесника во время кровавого поединка на ринге. Детские бои без правил транслировали из Грозного в прямом эфире государственные телеканалы. В Москве возмущены, в Чечне все одобряют. Они боятся российских бойцов, в частности кавказских, чеченских. Поэтому мы еще раз говорим: да здравствует Россия! Америка и Турция нанесли мощные удары по боевикам ИГИЛ. Эксперты ООН между тем заявляют, что гуманитарный конвой Красного Креста в Алеппо все-таки разбомбили с воздуха. И, скорее всего, российские самолеты. Наш анализ подтвердил, что это был авиаудар. В милиции Душанбе жестоко избит журналист местной газеты «Фараж». Он обнаружил факты милицейских поборов на одном из местных рынков и попытался заступиться за торговцев. Журналиста избивали до потери сознания. Однако правоохранительные органы не хотят называть имена избивавших. Расследовать это преступление решили коллеги избитого журналиста. Ануш Арвунарипов с подробностями. Меня отвезли в отделение милиции, заковав наручники. Уже в отделе через несколько минут зашел этот человек в гражданской форме и стал меня избивать. Я сказал, что я журналист. Он говорил, что журналисты работают против государства. Доро Сухроби, студент 3-го курса факультета журналистики, в середине прошлого месяца собирал материал об уличной торговле на одном из рынков на окраине столицы для газеты, в которой он подрабатывает на полставки. По его словам, увидев, как мужчина в гражданской одежде кричит и требует деньги у продавщицы, он вмешался, пытаясь узнать, в чем проблема, и заснял конфликт на мобильный телефон. Увидев это, обидчик торговки приказал 2 сопровождающим его милиционерам задержать журналиста. Уже в отделении милиции этот человек нанес ему травмы, из-за которых Доро потерял сознание. У меня уже карманы были пустые после обыска. Тот человек сказал: проверьте карманы, у него есть СНШ. Я испугался сильно тогда, потому что до этого подобного не видел. Сломали SD-карту от фотоаппарата. Сунули мне в руку 50 самани за карту, а я со страха не отказался. По факту избиения Доро подал документы в следственные органы, где всячески затягивают дело. Меня отвели на опознание, но тот человек, которого должны были мне показать, его просто не привели на опознание. Я его не видел среди них. Прошло 20 дней со дня инцидента, но до сих пор правоохранительные органы якобы не могут найти таинственного милиционера в штатском, которого знает каждый торговец на этом рынке. Но имя назвать боятся. Сегодня Республиканскому совету прессы пришлось создать специальную комиссию, которая разрабатывает секретную стратегию журналистского расследования и займется им. Это поможет привлечь к ответственности виновников произошедшего инцидента. Мы надеемся, что сам МВД найдет этого участкового, в конце концов. До сих пор они не знают, как будто до сих пор не объявляли о том, что кто был в этот отдел милиции и кто избил этого человека. Это вообще смешно. Мы думаем, что они об этом объявляют в скором времени. Но несмотря на это, на случай чего мы создали эту группу и будем шаг за шагом проверять каждый факт, собирать каждую информацию.
Из-за несправедливости, с которой Доро столкнулся впервые в своей жизни, с давлением в ходе следствия, он уже подумывает о том, чтобы уйти из профессии. Хотя Хуршед Атовуло, директор Центра журналистских расследований и руководитель Доро, считает молодого человека талантливым и перспективным журналистом. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Парламент Кыргызстана запретил никах – обряд бракосочетания по канонам ислама. Запрет касается несовершеннолетних. Проект закона направлен на подпись президенту страны. Поправки предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет. Однако в республике сомневаются, что закон сможет остановить волну ранних браков. Согласно статистике, в Кыргызстане 15% всех девушек выходят замуж до совершеннолетия, 1% в возрасте до 15 лет. Об этой проблеме репортаж Джибек Бегалиевой, который снимался несколько месяцев назад, когда парламентарии только собирались обсуждать новый закон. Выйти замуж, родить ребенка и развестись. В 19 лет Ирода не только выглядит, но и рассуждает, как взрослая женщина. Я думаю, что еще смогу выйти замуж. На этот раз я буду умнее и осторожнее. Я тогда ведь и жизни не знала. В 17 лет родители выдали девочку замуж. Супруг, которого она увидела впервые, Ироде понравился, но счастье молодоженов длилось недолго. Я мужа поймала в своей постели с женщиной старше меня. Еще мой тесть меня избивал, пинал, выгонял на улицу, не пускал домой. Так, еще несовершеннолетняя, как потом выяснилось, еще и беременная, Ирода вернулась домой к родителям. Ребенка бывший муж не видел, даже фотографии, отправленные по телефону, интереса у него не вызвали. Добиться алиментов у бывшего мужа девушка не может. Нет официальной регистрации. В Кыргызстане теперь все чаще семейные узы скрепляют обычные муллы. Расторгнуть такой брак мужчина может, произнеся всего одно слово – талак. Мамлякат тоже вышла замуж еще ребенком. В 17 развелась, 3 детей, все от разных отцов. Так вышло, что вся жизнь деревенской женщины как сплошной восточный сериал. Первый муж, потом второй, третий. Во второй раз я вышла замуж по собственному желанию. За мужчину с 3 детьми, брак с которым тоже не был официально зарегистрирован. Просто этот вопрос вообще не поднимался. Мы радовались нашему счастью, но после рождения дочери муж ушел к первой жене. 3-й раз я вышла замуж и родила 2 детей, после чего супруг назвал меня некрасивой и ушел, несмотря на мои мольбы не оставлять меня. Теперь вместе с семьей брата Мамлякат ютится в двухкомнатной времянке. Никто из бывших мужей детям не помогает. Родственникам и без того тесно, им и самим еды не хватает. По моему мнению, это все из-за низкого уровня образования. Ранние браки очень актуальная для нас проблема, потому что растет количество разводов. Дети остаются без присмотра. А какое им воспитание даст мать, если у нее самой нет нормального образования? Чунара рассказывает, что до того, как она начала вести работу в районе по борьбе с ранними браками, ситуация была намного хуже. Впрочем, даже сейчас замуж выходят буквально со школьной скамьи. В 15-16 лет девочки рожают и становятся матерями. Не бросать школу девочек директор местной школы буквально упрашивает. Однако от самих школьниц мало что зависит. Мы уговариваем детей после 9-го остаться. Говорим, что документы везде нужны. Объясняем, что даже замуж выходить нужны документы, что могут быть проблемы. С 9 класса начинаем работу с родителями, потому что если девочки засиживаются дома, их родители стараются сразу выдать дочерей замуж. В этом году в Наакатской школе сразу 3 11 класса. Если после выпуска хотя бы 1/3 девушек пойдут учиться дальше, район по этому показателю явно обгонит соседние. Джибек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Ошская область, Кыргызстан. Звезда футбола Андрей Аршавин, который сейчас играет за алматинский клуб «Кайрат», на полчаса стал парикмахером. Дело в том, что известный казахстанский блогер Петр Воликов еще весной заявил, что не верит в постаревшего Аршавина. И если тот забьет 8 голов за «Кайрат», блогер обещал публично побриться налысо. Футболист вызов принял и забил свой 8-й гол в матче против Актобе. После чего на официальном сайте «Кайрата» выложил заявление о том, что готов побрить блогера лично. Петр, здрасте. У вас хватило смелости и дерзости в начале сезона заявить, что вы побреете свою голову наголо, если я забью 8 голов. Сегодня это событие случилось. К счастью или к сожалению для вас, не знаю. Поэтому назначайте время и место. Я готов приехать и сделать это сам лично.
головы происходило в одном из торговых центров Алма-Аты, куда были приглашены все желающие и пресса. Воликов просил Аршавина брить его осторожнее, на что футболист ответил «постараюсь» и наголо сбрил машинкой шевелюру проигравшего пари блогера. После экстремальной стрижки блогер признался, что сильно волновался, но Аршавин справился в целом неплохо. Но он был не уверен, но теперь, я надеюсь, он просто будет больше веры в меня и в Кайрат у него будет. Ну нет, хорошо, что он не сказал 2 гола или 3, поэтому это уже нормально, что 8. А если бы 15? Ну если 15, просто бы он остался бы с шевелюрой, это все. А в целом рассчитывали забить 8 голов? И как? Да я вообще об этом не думал. В принципе, то, что я забил 10 голов в этом сезоне, это уже неплохо, но еще 2-3 бы забить было бы вообще шикарно. Ну я был в легком шоке, когда увидел его видеообращение. Не каждый день тебе приходит видео, где к тебе обращается звезда мирового футбола. Был шокирован, и тогда уже понял, что бриться точно нужно. Если как-то можно там шуточно обыграть, побрить бороду и сказать, я же не уточнил, что я буду брить, да. А когда Андрей сам обратился и сказал, что сам лично поброет меня, то там уже выхода не было. Стрижка проходила под радостные возгласы многочисленных зрителей, а блогер Петр Воликов в одночасье стал настоящей звездой интернета. И желающих сфотографироваться с ним было не меньше, чем с самим Аршавиным. Андрей Аршавин сыграл за Кайрат 23 матча. При подписании с ним контракта многие казахстанцы, как и побритый блогер, сомневались, что 35-летний футболист сможет эффективно играть. Но похоже, что Аршавин по-прежнему остается в хорошей спортивной форме. Невероятный случай в российском Екатеринбурге и, возможно, в истории современной России. Местная прокуратура неожиданно встала на сторону бригады строителей-гастарбайтеров, которых обманули на несколько миллионов рублей. Пока идет следствие, строители из Центральной Азии и их семьи вынуждены буквально выживать. С подробностями Екатерина Пономарева. Помидоры с вареньем, яички батон, хлеб, как-то, выбиваемся серьезно. 4 человек нас. Хадижа говорит, так с яиц на хлеб и обратно семья перебивается 3-й месяц. В доме живут она с мужем и сын с невесткой и 2 детьми. Взрослые работают на стройках. В июне устроились на очередной объект, получили небольшой аванс. И ждали, что в августе, когда сдадут работу, получат расчет. Но денег нет до сих пор. Конечно, у меня кредиты есть, надо отдавать. Долгов выше крыши, угрожает мне. Я на процентах сижу, надо кому-то деньги отдавать, у кого-то беру. Почки брать не могу. На лекарство, как деньги нахожу, директор прошу бедного, который выбивается, дает по 2000, по 1500. Беру ни укол, ни разварщица, как не собрать. Это чудо, говорят, что у них есть крыша над головой. За съемное жилье платить не смогли. Хозяин взял расписку о долге и выгнал. Директор компании, что их нанял, пожалел семью с детьми и снял им этот угол на окраине города. Как-то помогать деньгами ему приходится почти 100 рабочих, которых он нанимал на объект. Значит, по выполнению на сегодняшний день по аксверкам они нам должны 7 миллионов 100. Они – это компания-генподрядчик, которая наняла фирму Хуршеда Гафурова для отделочных работ в новостройке. У него работают в основном мигранты, но все оформлены по закону. Короткое название подрядчика – ЕГСК. Компания сотрудничает, среди прочего, и с администрацией Екатеринбурга. Поэтому, говорит Хуршед, он не думал, что перед окончанием договора его рабочих перестанут пускать на стройку. Нас не пускали. Мы приходили на работу, нас не пускали. А потом ему задним числом выставят счет претензий по качеству уже принятых работ и откажутся платить. Это без нашего присутствия. То есть пришли, просто посмотрели, сделали на 3,5 миллиона дефектовку и сказали, мы эти деньги с вас снимем. Если ты пойдешь в суд, давай посмотрим, у кого связи побольше. То есть понятно, мне сказано, что пойдешь в суд, все равно проиграешь. Директор компании-подрядчиков встречаться лично с журналистами отказывается. Говорит, это еще мигранты ему должны за плохое качество работы. Их отделку он нам, конечно, покажет, но не сегодня и не завтра, а на следующей неделе, например. Ему предлагалось все решить полюбовно. Его на стройку готовы впустить и закончить, чтобы он закончил все. И сесть и договориться о чем-то. Он отказался это делать. Со своей стороны мы на него подали в суд. То он не сдержал свои договоренности, сроки и качество по договору. Уральские общественники пока уговорили мигрантов не устраивать митинг под стенами подрядчика. Вместо этого собрали пресс-конференцию и обратились в прокуратуру. Есть структуры или строительные фирмы, которые аффилированы якобы с властью. Они думают, что они прикрываются властью, но на самом деле нашу власть они подставляют таким способом.
И прокуратура после резонанса вдруг этим делом заинтересовалась, хотя компания Хуршеда Гафурова не раз обращалась за помощью в полицию. Ведомство отчитывается о совещаниях по этому поводу и грозит подрядчику проверкой. Если его вину докажут, ему грозит и уголовное преследование. По результатам проверки будут приняты меры реагирования, направленные на восстановление именно трудовых прав работников. Будут устанавливаться, какие договоры заключались с работниками, был ли это трудовой договор, либо гражданско-правовой договор на выполнение работ. Кроме того, будет устанавливаться размер задолженности по оплате за труд. Но на это может уйти и месяц. Ждать выплат так долго работники не могут. Их срок максимум неделя. Палатку будем ставить, будем ночевать там. Ну, законно. Законно будем, да, незаконно не будем. По заявке. Екатерина Пономарева, Илья Новиков. Для настоящего времени. Далее в программе. Америка и Турция нанесли мощные удары по боевикам ИГИЛ. Эксперты ООН между тем заявляют, что гуманитарный конвой Красного Креста в Алеппо все-таки разбомбили с воздуха. И, скорее всего, российские самолеты. Наш анализ подтвердил, что это был авиаудар. 10 секунд до конца встречи. А вот сейчас удар. Десятилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова отправил в нокаут своего ровесника во время кровавого поединка на ринге. Детские бои без правил транслировали из Грозного в прямом эфире государственные телеканалы. В Москве возмущены, в Чечне все одобряют. Они боятся российских бойцов, в частности, кавказских, чеченских. Поэтому мы еще раз говорим: да здравствует Россия! Эксперты ООН установили, что гуманитарный конвой Красного Креста был уничтожен в Алеппо с воздуха. Сразу после гибели конвоя 19 сентября Соединенные Штаты Америки обвинили в атаке российскую авиацию. Россия, в свою очередь, заявила, что конвой мог быть разбомблен американским боевым беспилотником. Но, вероятнее всего, обстрел конвоя, по мнению россиян, произвели боевики Джабхат ан-Нусры. В ООН не называют принадлежности самолетов, уничтоживших конвой, но то, что это были именно самолеты, удалось установить точно. Автоколонна с гуманитарным грузом, атакованная в окрестностях Алеппо 19 сентября, подверглась удару с воздуха. К такому выводу пришел эксперт ООН Ларс Бромли, проанализировавший снимки с места гибели конвоя, сделанные со спутника, на которых виден характер повреждений. Наш анализ подтвердил, что это был авиаудар, и я думаю, что многочисленные другие источники утверждали то же самое. В результате атаки на гуманитарный конвой ООН и сирийского арабского Красного полумесяца, следовавший в город Урм-аль-Курба, погибли около 20 человек. Уничтожены 18 машин с грузом из 31. Характер и размеры воронки позволяют установить ее происхождение, говорит сотрудник программы ООН по сбору и анализу информации со спутников. Гигантская воронка в данном случае была почти наверняка образована сброшенным с воздуха боеприпасом. Ракеты часто оставляют цепочку следов. Артиллерийские снаряды и мины из минометов дают другую картину, чем та, что вы видите. Соединенные Штаты и международная группа расследований Беллингкет обвинили в ударе по конвою ВКС России. Москва отрицает причастность своей авиации к атаке на колонну. Российские агентства приводят мнение независимых экспертов, назвавших все произошедшее инсценировкой. Ранее Министерство обороны России сообщило об американском беспилотнике в этом районе. Российские военные говорили также о внедорожном автомобиле с установленным на нем минометом, двигавшемся в составе колонны. ООН официально называет инцидент с конвоем нападением, без указания, кто именно его совершил, и намерена провести собственное расследование. Темой номер один для российских СМИ стали детские бои без правил в столице Чеченской Республики Грозном. В них участвовали дети нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова. Все они одержали победу над своими сверстниками в жестоких поединках, что привело в восторг их отца и всех зрителей. Бои с участием 10 и 11-летних детей транслировало государственное телевидение Чечни и российский спортивный канал «Матч». 10 секунд до конца встречи. А вот сейчас удар ногой. Это кадры нокаутов, которые отправляет своего соперника 10-летний сын главы Чеченской Республики Ахмат. Сразу после этой победы Рамзан Кадыров назвал в своем инстаграме своего сына настоящим львом. Мы проводим настоящие, показывая дух воинские бои, а наши западные клубы проводят шоу, как артисты
Как я говорил вчера, они боятся российских бойцов, в частности, кавказских, чеченских. Поэтому мы еще раз говорим, да здравствует Россия! Бой между 10-летними оппонентами не продлился и раунда. На 14-й секунде уже... Однако в других регионах России это шоу вызвало настоящее возмущение. Против участия малолетних детей в боях без правил выступил выдающийся российский боец ММА Федор Емельяненко. По его мнению, были нарушены все правила безопасности для детских поединков. Также Емельяненко напомнил, что по российскому законодательству посещение бойцовских шоу разрешается только с 18 лет, а транслировать бои детей в телевизионном эфире вообще аморально. Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей. Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. То, что происходило вчера на турнире в Грозном, недопустимо, а тем более это нельзя оправдывать. Депутат Госдумы Адам Делимханов посчитал заявление Емельяненко оскорблением в адрес детей главы Чеченской Республики и пообещал жестоко отомстить спортсмену. Однако, вслед за Емельяненко на нокауты во время детских поединков отреагировали и в Кремле. Там пригрозили уголовным преследованием. Нокаутирование ребенка, да еще в телеэфире, это повод для того, чтобы соответствующие надзорные органы заинтересовались этим событием. В Бишкеке подростков с ограниченными возможностями в рамках специального социального проекта обучают разным специальностям. 7 освоили азы полиграфии, СММ и уже сами зарабатывают себе на жизнь. А некоторые в скором времени будут передавать полученные навыки юношам и девушкам из нового потока. Шавкат Тургаев с подробностями. Из-за врачебной ошибки Дастан прикован к инвалидной коляске еще с раннего детства. Скромный, но улыбчивый, веру в себя не теряет и постигает новые горизонты. Полгода назад он случайно попал в социальный проект Ловазе Принт и не пожалел. Здесь его обучили нескольким профессиям. В обучении я научился верстать визитки, буклеты. Ну, все, что касается полиграфии. И не только полиграфии. Опытные тренеры помогли ему освоить СММ – продвижение в социальных сетях. Дастан сам нашел клиентов и успешно продвигает их продукты в интернете. Получает за это неплохие деньги. Занимаюсь СММом, и вот моя страничка на Фейсбуке. Клиент доволен твоей работой? Доволен. Координатор проекта Николай Лучкин погрузился в работу настолько, что даже забросил собственное дело. 5 месяцев я здесь вот волонтерю, прихожу домой, мне жена говорит: надоел ты мне со своими ловзами, деньги ты не приносишь, бизнесом ты собственным не занимаешься. За полгода он сумел научить искусству полиграфии 7 ребят с физическими особенностями, и 3 его подопечных уже могут похвастать своей историей успеха. Основная цель проекта – это дать возможность зарабатывать деньги людям с ограниченными возможностями в передвижении. В идеале было бы замечательно, если бы кто-то из наших учеников открыл собственный бизнес. Но мы довольны тем результатом, что некоторые наши ученики нашли собственную работу. У Чулпанай врожденный арт-регриппоз. После обучения девушка осталась работать здесь. Через месяц наберут новую группу, и уже она, а не Николай, будет проводить занятия для новобранцев. Конечно, волнуюсь и даже не представляю, как я буду их учить, но я приложу все усилия, я буду стараться, чтобы их обучить. Что я знаю, им тоже это предносить, да? Чтобы они тоже работали, как я, и чтобы они зарплату получали и были как довольны и счастливы. Сейчас Чулпунай подыскивает заказчиков, помогает Николаю поддерживать проект на плаву, да и чтобы самой в деле поднатореть. Нашу съемочную группу она с пустыми руками не отпустила. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.